بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля у нас есть еще одна возможность больше узнать о нашем Господе, о нашем Творце, об Аллахе Всевышнем. Он дал нам еще одну возможность с вами встретиться в этом учебном году. И надеемся, что, иншаллах, и так же, как в прошлом, это у нас уроки, лекции, они будут продолжительными и полезными. И мы с вами продолжаем изучение имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Нет сомнения, что изучение Его имен – это одно из величайших обязанностей и величайших наук религии. Ведь в Коране Аллах Субхану ва Тааля больше, чем в 30 аятах нам приказывает знать, какой Он. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Знаете же, что Аллах слышащий, видящий. Знаете, что Аллах на всякую вещь мощен. И много таких аятов, больше 30, то есть в каком форме? В приказной форме. А если в Коране Аллах что-то приказывает, это на что указывает? Да, на обязанность, на ваджиб, то что это обязательное. В Коране, если что-то приходит в приказной форме, вакимус саля, выстаивайте молитву. Что это значит? Намаз, значит, молитва обязательная. И также фа'ляму, знайте, что Аллах знающий, слышащий, то есть нам нужно знать то, что Аллах, у Него есть такие качества, у Него есть такие имена, у Него есть такие атрибуты. То есть каждый мусульманин обязан знать, кто же Аллах, кто же Он такой. И чем больше узнает верующий об Аллахе, тем сильнее становится его вера, и в этом нет сомнения. Тем он дальше становится от грехов, и тем искреннее становится в своем поклонении. Перед тем, как перейти к новому имени, хотелось бы вкратце напомнить те имена, которые мы с вами уже прошли. У нас с прошлого года постоянные студенты. Кто у нас? Все лекции. Вы были, да? Абайлар, они, альхамдулилля, не пропускали. В этом году много новых. И если кто в прошлом году не был, то у нас на сайте Мухтасибат НК, Нижнекамск Мухтасибат, есть все лекции, они записаны в аудиоформате, можно скачать, пожалуйста, и прослушать. Значит, конечно же, мы начали с имени Аллах, и сказали, что имя Аллах уже само в переводе означает заслуживающий поклонения. То есть, и это величайшее имя Аллаха, и оно уже и несет смысл в себе поклонение. То есть, раз величайшее имя Аллаха несет в себе смысл поклонения, это указывает на важность поклонения. Нет в этом сомнения. Затем мы прошли имя Ар-Раб, Господь, то есть хозяин всего сущего, управляющий, воспитывающий своих рабов. Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивый, то есть переводит как милостивый, милосердный, но мы с вами разобрали разницу, что же такое Ар-Рахман, Ар-Рахим. Это оба имени указывают на качество милости у Аллаха. Если одно указывает с языковой стороны Ар-Рахман, то, что он милостивый по своей сущности, Ар-Рахим же это указывает то, что он эту милость, что оказывает своим рабам, не оставляет эту милость при себе, он ее передает своим, то есть оказывает своим рабам. Аль-Хайюль Кайюм, живой, вечный, Аль-Кайюм, вседержитель, то есть все дела, он, все сущее, вселенная, это Аллах Субхану ва Тааля удерживает. И если бы Аллах не удерживал этот порядок, то все бы это развалилось. Аль-Халик, Аль-Бари, Аль-Мусаввир, эти три имени, они у нас, если отдельно их изучать, каждый из них несет смысл в себе сотворение. Но когда они приходят в Коране, они в суре Аль-Хашр у нас приходят вместе, то в таком случае каждый из них берет отдельное значение. Аль-Халик, тот, кто предопределил. Аль-Бари, который сотворил из ничего. Аль-Мусаввир, который придал этому творению облик. Аль-Малик, Аль-Малик, это кто? Царь, хозяин. Ар-Раззак, Ар-Раззак, что это? Кто это? Дающий пропитание. И что такое ризк? Ризк – это все, чем пользуется человек. Это не только еда. Нет. Мы привыкли, что ризк, татар талиннан, это ризк, это ашау, да? Нет, а ризк – это у нас все, чем пользуется человек, видит в этом пользу. Это и одежда, и еда, и семья, и транспорт,
И даже работа и знание, это все является ризком. Так и Аллах ар-Раззак, Он тот, кто все это дает. Аль-Ахад, Аль-Вахид, это у нас один. Аль-Ахад, Аллах, Он один, единственный, нет никого подобного Ему. И если помните, мы привели такую пользу, очень важную пользу касательно имени Аль-Ахад. Имя Аль-Ахад является ответом каждому, кто пытается понять Всевышнего своим разумом. У нас есть, да, и раньше были люди, которые пытаются понять Всевышнего как разумом. Они пытаются законами, вот этими мирскими, которыми сам Аллах установил, физики, химии, они пытаются каким-то образом Аллаха понять. И если их разум каким-то образом это не принимает, не может понять, они отрицают какие-то качества Всевышнего. Они это отрицают. Так вот же, имя Аль-Ахад является ответом каждому из них. Если кто-то из них спросит, а как Аллах это делает? А как Аллах все видит? А как Аллах воскрешает мертвых? Да? А как Аллах совершает, творит из ничего? Любое качество Аллаха, если кто-то спросит, как Он это делает, мы что ему говорим? Куль хуаллаху ахад. Скажи, Аллах, Он един. То есть Он один, и нет никого подобного Ему. И мы не можем Его никак понять, потому что Он единственный. Никак не можем сравнить Его с кем-то. И поэтому любое сомнение касательно Аллаха, Его атрибутов, Его качеств, если у человека возникает, то он должен себе сказать, Он Аллах един. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришли многобожники и сказали, «Сиф ляна раббак», то есть опиши нам своего Господа, какой же Он? Он не спаслал Аллах Всевышний эту суру Аль-Ихляс. «Куль Аллаху ахад», скажи, Он Аллах един. То есть Он один, и нет, вы Его не сможете понять своим разумом, ни с кем не сможете Его сравнить, Он потому что единственный, и нет никого подобного Ему. Ас-Самад, Ас-Самад, мы сказали, это... Мы его не можем, в русском языке правильного перевода имени Ас-Самад нету, потому что оно у нас как бы не применяется. Ас-Самад арабы называли того, кому они шли за помощью и на кого они полагались. То есть у них в городе, в поселении, в племени, если человек был знатным, он оказывал людям поддержку, и люди при каких-то проблемах, они обращались к нему, шли к нему, и они всегда знали, что если что-то возникнет, мы сможем к нему обратиться. Они называли этого его самад, этого человека. Это таким качеством обладающим. Так вот же Аллах ас-самад, то есть каждый верующий всегда знает, что Аллах, Он ас-самад, Он всегда откликнется на наши мольбы, Он всегда окажет свою поддержку, если мы будем жить согласно Его повелениям и сторониться Его запретов и просить у Него. Аль-Хади, мы также прошли это, Аль-Хади. Кто это? От слова хидая, наставление на прямой путь. То есть тот, кто ведет людей прямым путем. Мы все это подробно разбирали. 4 вида наставления. Это, иншаллах, можете прослушать на лекции. Аль-Ваххаб. Аль-Ваххаб. Кто же это Аль-Ваххаб? Дарующий, да. Тот, кто дарует свои блага несметные. Аль-Фаттах. Это Аль-Фаттах. Кто же это? Да, открывающий. Аль-Фаттах. Ас-Самир. И последнее имя, которое мы с вами прошли. Ас-Самир. Это у нас всеслышащий. Всеслышащий. Мы сказали, что Аллах в Коране нам во многих аятах упоминает это имя для того, чтобы мы в первую очередь остерегались говорить греховные слова. Потому что Аллах каждое слово слышит, и за каждое слово мы должны будем держать перед Ним ответ. И также для того, чтобы утешить нас, то, что наши мольбы, они не останутся без ответа, они не уйдут в пустоту. Аллах, Он слышит их и отвечает на эти мольбы, для того, чтобы нас утешить. И сегодня же мы с вами перейдем к следующему имени. Это у нас имя Аль-Басир. Аль-Басир. Аль-Басир у нас образовывается от арабского глагола басара. Басара. Ябсуру. Ябсару это у нас видит. Басар в арабском языке это у нас зрение. И басир же это у нас форма преувеличения от имени мубсир. Мубсир это тот, кто видит, зрячий, видящий. А аль-басир
когда вот это мы с вами уже формы с этой сталкивались, так ведь? Самир, мы говорили. То есть, когда фа'иль в арабском языке вот такая форма приходит, это у нас форма преувеличения, или гипербола называется. И форма преувеличения, она несет либо в себе количество, либо в себе несет качество. Преувеличение количества или же преувеличение качества. Так вот же аль-басир – это форма преувеличения, гипербола, которая несет в себе смысл количества. То есть Аллах, Он видит все. Аль-басир означает Аллах, Он видит все. То есть если мы люди или другие творения Аллаха, субхану ва тааля, они не видят дальше той грани, которая позволяет им зрение, которым нас одарил Аллах, субхану ва тааля, не видят за преградами, не видят за границами того радиуса зрения, поля зрения, которого нам дано. То есть мы не видим то, что у нас творится за спиной, а лишь вот этот вот поле зрения, которое перед нами, мы это видим. Аллах, субхану ва тааля, Он аль-басир, значит, Он видит все. И нет ничего, чего бы Аллах, субхану ва тааля, не видел. И как раньше ученые, то есть ввиду своего знания в те времена, как описывали имя аль-басир, как они его объясняли, как, например, Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, говорил, аль-басир, видящий, его зрение настолько совершенно, что он видит движение, шаги муравья, черного муравья в темную ночь на темном камне. И видит еду, которая в его пасти. И видит его внутренние органы. То есть они таким образом, ученые это описывали. Это в те времена в меру своих знаний. В наши же дни мы можем еще дальше пойти. Так ведь в наши дни мы можем еще дальше пойти. Сейчас мы знаем, что каждый организм состоит из клеток. Клетки тоже у них есть свое строение. Молекулы дальше атомы. У атомов тоже есть свое строение. То есть вот эти микроорганизмы, мы даже больше узнали. И мы говорим, что Аллах, субхану ва тааля, видит даже эти все микроорганизмы. Аллах видит все микроорганизмы, и Он не нуждается ни в каких приспособлениях. Нет, Его зрение совершенно. И нет ничего, чего бы Он не видел. Как мы уже с вами проходили правилом, то, что все качества Аллаха, они совершенны. И когда качество считается совершенным, когда отсутствует его противоположность. Вот тогда качество уже является полным. Так ведь? Например, знание. Когда знание будет полным? Когда не будет того, что не знаешь. А если есть что-то, что не знаешь, то значит уже знание неполное. Неполное, и это у нас несовершенное качество. И также в этом имени Аль-Басир, видящий, Аллах, Он совершенно его зрение. Нет ничего, что бы ускользнуло от его взора, субханаху ва тааля. И также стоит упомянуть этот момент, что раз Аллах, субханаху ва тааля, сказал в Коране, что Он видящий, аль-басир, то мы принимаем это на веру. И мы не задаемся вопросом, а как? Не пытаемся понять своим разумом, как некоторые ученые, которые дали свою жизнь науке, изучению физики, химии. Мы знаем то, что зрение, человек мы видим только, скажем, при свете, когда есть свет. И если света нет, то мы этого не видим. И также мы знаем то, что свет, у него есть своя скорость. У него есть своя скорость, и мы видим этот свет только тогда, когда он до нас дошел, как свет солнца, как говорят, за 8 минут до Земли доходит. То есть оно уже 8 минут назад, этот свет от солнца был, и мы через 8 минут только этот свет видим. И так вот некоторые говорят, как же может Аллах, как же может Бог Всевышний все сразу видеть, все наши движения, если учитывать то, что Аллах Всевышний, Он в огромном расстоянии от своих творений, над 7 небесами, то как же Он может, говорят, они видеть? Потому что наше движение, наш свет от нас, он дойдет когда только?
до того расстояния. То есть вот таким образом они пытаются своим разумом понять Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Мы же говорим Аллах Аль-Ахад, Он один. И нет никого подобного, нет ничего подобного Ему. И «Лейся камифлихи шей, ва хуа ас-сами'у аль-басир», как в Коране сказал Аллах, нет никого подобного Ему, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. То есть вот эти его качества, зрение и слух, они не такие, каким вы привыкли. То есть Аллах, Субхану ва Тааля, Он видит так, как подобает Его величию. Он слышит так, как подобает Его величию. И ни в коем случае, конечно же, нельзя сравнивать или же пытаться понять Аллаха своим разумом. Это имя Аль-Басир в Коране у нас приходит больше, чем в 40 аятах. В некоторых источниках говорят, в 42 аятах имя Аллаха Аль-Басир приходит. Где-то она приходит с Аль-Басир, а где-то приходит просто Басирун. Аль-Басир, и также Басирун приходит это имя. Так вот же, приведем некоторые примеры этих аятов и разберем их смысл. Аллах Субханаху ва Тааля приводит это имя в конце аята 61 суре Хадж. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Это потому, что Аллах сменяет ночь днем и сменяет день ночью. И Аллах слышащий, видящий. И вот эти аяты, которые приходят в конце, вот часто кто читает Коран, да, мы замечаем, что в конце многих аятов приходят имена Аллаха. Так ведь? Именно в конце аятов приходят имена Аллаха. И эти имена, они не просто так. Эти имена, они непосредственно связаны с содержанием, со смыслом этого аята, данного аята. И также в этом аяте Аллах сначала говорит, Он сменяет день ночью и ночь днем. И Аллах слышащий, видящий. Что это означает? То, что в эти времена суток и ночью, и днем Аллах, Он все слышит и Он все видит. То есть разницы нету, что день на дворе, что ночь. Темно, мрак, Аллах, Он все равно видит. Где бы ты ни был, где бы мы ни были, Аллах, Он видит каждое наше движение, каждое действие, которое мы совершаем. И нет разницы, днем это происходит или же ночью. В суре Шура, 27 аяте Аллах говорит: «Валяу басат Аллаху ризка ли ибадихи лабагау фил ард, валяки юназзилу бикадари май яша, иннаху би ибадихи хабирун басир». Из первого аята мы поняли смысл Аль-Басир, то, что он видит все происходящее. В этом же аяте у нас приходит другой смысл имени Аль-Басир. Какой же он? Аллах говорит в Коране: если бы Аллах пропитание дал всем своим рабам, если бы Он раскинул пропитание, ризк для всем своим рабам, что бы они сделали? «Лабагау фил ард», они бы распространили на земле нечестие. То есть, если бы Аллах всех сделал богатыми, дал им все, что они хотят в этом мире, они бы распространили нечестие в этом мире. Но Аллах, говорит, дает ризк по мере. Каждому, как он это пожелает. То есть, как Аллах пожелает, по мере, кадр билан, по мере, Он это дает и предопределяет. «Иннаху би ибадихи хабирун басир», воистину Он знает и видит своих рабов. Знает и видит своих рабов. Так вот же в этом аяте видеть, зрение, тут идет смысл не видеть, не просто видеть их поступки, их деяния, а видеть каждого из них, что для него хорошо, а что для него плохо. То есть в этом смысле уже Аль-Басир имеется в виду зрение смысловое. Он видит, что для нас, для каждого из нас лучше. Возможно, кто-то трудится, работает, но у него не получается, риск у него не увеличивается, ему тяжело, он беден. Это не значит, что он должен перестать стараться. Нет, он старается, но ему ризк не очень много дается. Он от зарплаты до зарплаты, скажем, живет, тяжело живется. Так вот, этот же человек, значит, возможно, в этом
в бедности ему лучше, чем в богатстве. Потому что он не знает, вдруг, если он разбогатеет, он вообще оставит религию, он впадет в неверие, в нечестие. А Аллах же, Он басир, Он видит каждого из нас. Что для нас лучше? Для каждого из нас. Для богатого, возможно, это богатство, да, хайр в нем, лучше для него. А для кого-то бедность для него лучше. Для кого-то знание, а для кого-то даже бывает такое, что незнание для человека может быть лучше. Потому что кто-то, например, трудно ему дается, он не может заучивать, не может изучать. Аурбир или гилм. Возможно, в этом для него лучше, потому что если он будет углубляться в знания, тем самым он потом возгордится или же свернет не на ту дорогу, и тем самым он с прямого пути сойдет. Такие тоже бывали примеры. Даже большие ученые, они со временем, бывали такое, сходили с прямого пути, начинали изучать другую какую-то науку, философию или еще что, и сходили с прямого пути тем самым. То есть в каждой вещи есть благо, иншаллах. И поэтому нужно, когда мы просим у Аллаха, мы просим у Него хайр. Раббана атина фид дунья хасана. Лучшее мы просим. Ва фид дунья хасана. О Аллах, о наш Господь, дай нам в этом мире благое. И в ахирате благое. Мы лучшее просим в этом мире. Поэтому не нужно просить богатство напрямую, а нужно просить что? То, что для нас лучше. То, что лучше для тебя. И Аллах лучше знает, что для тебя, в чем для тебя хайр есть. Также следующий аят, в котором Аллах упоминает это имя. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Он тот, который сотворил вас. И среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. И Аллах видит то, что вы совершаете. В начале аята он говорит, Он вас создал. И среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. И Аллах видит то, что вы совершаете. На что указывает окончание аята этим именем? То, что Аллах видит деяние каждого, будь то верующий, будь то неверующий. И каждый, значит, будет держать ответ перед Всевышним Аллахом. Вот на что это указывает. В другом аяте Аллах говорит, «И'малу ма ши'тум», в таком же смысле, то есть делайте, что вы хотите, совершайте то, что вы хотите, а Аллах, «Иннаху бима та'малуна басир», Аллах видит то, что вы совершаете. То есть, какой бы путь ни выбрал в этом мире, Аллах видит его поступки. И каждый будет отвечать за свои поступки. Будь то верующий, будь то неверующий, будь то праведник или же грешник. Каждому достанется согласно его деяниям. В другом аяте Аллах говорит, «Инна алладина юлхидуна фи аятина ла яхфауна алейна, афаман юлка фи ннари хайрун амман яти амина йоума аль-кияма, и'малу ма ши'тум, иннаху бима та'малуна басир». Те, которые уклоняются от истины в отношении наших аятов, то есть которые отрицают аяты Всевышнего, или же пытаются их исказить каким-то образом, исказить их смысл, Аллах говорит, они не скрыты от нас. Они не сокрыты от нас. Кто же лучше говорит? Тот, который будет брошен в огонь, или же тот, который явится в судный день в безопасности? Совершайте же, что вы хотите, делайте, что вы хотите. То есть в этом мире у человека есть право выбора. Делайте, что вы хотите. Аллах же знает, Аллах видит, что вы творите. То есть в этом аяте Аллах нас что? Предупреждает. И также Аллах, Он людей побуждает. Предупреждает от неверия, от искажения Его аятов, от отдаления от Его аятов. И побуждает, наоборот, изучать их, читать и правильно все это понимать. В другом аяте, пару примеров еще приведем, иншаллах. В другом аяте Аллах говорит, «Валлаху якди бил хакки, валладина ядауна мин дунихи ла якдуна би шайин, инна Аллаха хуа ас-сами'у аль-басир». Воистину Аллах выводит решение и предопределяет с истиной.
А те же, к которым они, многобожники, обращаются с мольбой, они ничем не предопределяют, ничего они не предопределяют и не выводят они решения. Воистину Аллах слышащий, видящий. Подобно этому аяту есть другой, когда Ибрахим, алейхиссалям, своему отцу говорит: «Я абати лима та'буду ма ла ясма' ва ла юбсиру ва ла югни анка шай'a». О мой отец, почему же ты поклоняешься тому, кто не слышит, не видит и ничем тебе не поможет? То есть все эти идолы, божества, кому люди поклоняются, кого они возвеличивают, на кого надеются, кого боятся, думают, что убеждены, что они защищают их от бедствий, от проблем, думают, что они им оказывают поддержку. Все эти божества, они глухи и немы. Они ничем не могут тебе помочь. И они, естественно, не заслуживают того, чтобы им поклонялись, раз они даже не слышат, раз они даже не видят. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, также указал своему отцу на это. А Аллах же, Он слышащий, видящий, и поэтому Он заслуживает, чтобы Его возвеличивали, чтобы Ему поклонялись. В другом аяте Аллах говорит: «Инна Аллаха я'мурукум ан ту'адду ал-аманати иля ахлиха, ва идha хакамтум байна ан-наси ан тахкуму бил-'адл, инна Аллаха ни'амма я'идукум бих, инна Аллаха кана сами'ан басира». Тоже очень важный аят. Аллах говорит: Аллах приказывает вам доводить аманат, то есть возложенное на вас, тем, кому вы обещали. То есть Аллах аманатный саклау, это у нас. То есть если взялся за дело какое-то, взялся за хранение или же за выполнение какой-то задачи, за выполнение какой-то работы, ты взялся, обещал кому-то, взял, скажем, за это деньги, плату взял, то что Аллах говорит? Аллах приказывает вам довести вот это, взятое на себя, тому, кому вы обещали. Тому, кому вы обещали. И если же вы решаете между людьми, выводите решение, то выводите решение по справедливости, то есть по законам Аллаха субхану ва тааля. Как же велико благо, которым Аллах вас вагазли, то есть наставляет, да. Как же велико вот это благо, которым Аллах вас наставляет. Инна Аллаха кана сами'ан басира, воистину Аллах был, Аллах слышащий, видящий. То есть вначале Аллах нам говорит, что Он приказывает нам выполнять определенные обязанности. То есть Аллах указывает, что Он установил законы шариата. И пример из них – это выполнение взятой на себя обязанности аманатны утау. Взялся за работу, выполни. Взялся за хранение, чего-то тебе дали, ты должен это сохранить. Это аманат. И вот эти законы. И Аллах говорит: Аллах слышащий, видящий. То есть Аллах лучше, Он слышит и видит нас. И Он знает, что для нас лучше. И значит, в этих законах, которые Он установил в шариате, есть лишь благо для нас самих. Есть лишь благо, потому что Аллах видит нас. Он знает, какие мы, как мы устроены, какие у нас нафс, к чему мы стремимся, какие у нас есть слабости. И зная все это, видя нас, Аллах установил вот эти законы шариата. И значит, в этих законах есть лишь благо для нас же самих. Некоторые, наоборот, думают и говорят такое, что религия тяжело, там то нельзя, это нельзя. Вот если ему сказали, надо им говорить, то что, а ты задумайся, в этой религии, в этих законах есть что-то, которое причиняет тебе вред. Тебе, твоему здоровью, твоему разуму, имуществу твоему, семье, чести твоей, да, окружающим обществу. Есть ли хоть какое-то положение в шариате, которое приносит вред? Конечно же нет. Потому что Аллах, Он басир, Он видит нас и знает, что для нас лучше, и Он тот, который установил эти законы. Он тот, который установил шариат. И в конце, последний аят, который хотелось бы указать, Аллах говорит в суре Аль-Бакара, в 110 аяте: «Ва акимус салата ва атуз закah, ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху инда Аллахи, инна Аллаха бима та'амалуна басир». Выстаивайте молитву, выплачивайте закат, и какое бы благое дело вы не
совершали, вы найдете это перед Аллахом. Воистину Аллах видит то, что вы совершаете. То есть в этом аяте Аллах, Он нас что побуждает совершать благие деяния. И Он утешает нас и говорит, то, что какое бы мы благое дело ни совершили, каждый наш намаз, каждая выплаченная монета, которую мы жертвуем на пути Аллаха, субхану ва тааля, она не будет потеряна. Мы это перед Аллахом в судный день, несомненно, увидим. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Тот, кто совершил благое размером в пылинку, зернышко, он это увидит. Потому что Аллах говорит, «Инна Аллах бима та'малуна басир». Аллах воистину видит то, что вы совершаете. И из этого аята, нужно вот этот аят помнить, и из этого аята следует то, что каждое поклонение надо совершать с таким чувством, что Аллах нас видит. Наше каждое поклонение, оно перед Аллахом, Он все это видит, и нам нужно совершать так, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «У'буду Аллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак». Поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь. Если ты его не видишь, то Он тебя видит, говорит. Мы не видим Аллаха, но Аллах нас видит. И каждое наше деяние, каждое наше поклонение, Аллах его видит. И поэтому вот это есть одно из величайших наставлений действительности. И наилучших путей для улучшения своего поклонения и искренности. Когда человек даже в этом мире, когда он дело совершает лучше всего, когда тот, который поручил это дело, он стоит у него, да, над душой, стоит и смотрит. И он будет делать это дело наилучшим образом. А когда он его не видит, человек может схитрить, да, что-то недоделать, по-своему каким-то образом сделать, лишь бы, да, тяп-ляп может сделать, когда не видит это. Так вот, в поклонении Аллах и во всех наших деяниях Аллах нас всегда видит. И вот это должна мысль, вот это чувство, то, что Аллах следит за нами, видит нас, всегда преследует нас в каждом поклонении. Встали на намаз, мы должны чувствовать взгляд Аллаха на себе, что мы перед Аллахом, Аллах нас видит. И тогда каждое наше поклонение, иншаллах, будет совершено с искренностью и наилучшим образом. И это одно из имен, имя Аль-Басир, которое оберегает человека от совершения грехов. Так же, как имя Ас-Сами'а оберегает человека от вредных от сквернословия, от лжи, от гиба, да, от других подобных словесных грехов. А имя Аль-Басир же нас оберегает и удерживает от совершения каких-либо грехов, потому что Аллах нас видит. И в конце приведу пример, который приводит Ибн Раджаб в своей книге «Толкование слов ихласа, искренности». Он говорит, однажды мужчина завел одну женщину на поле. Мужчина завел женщину на поле и говорит, и хотел совершить с ней грех. Женщина сопротивлялась. И тогда мужчина говорит, нас же не видят, если разве что звезды. И тогда женщина говорит, а где же тот, кто установил эти звезды? То есть вот оно понимание, какое должно быть у мусульманина. Где бы ты ни был, в каком бы ты состоянии ни был, ты один, или же с людьми, днем ты, ночью ты, Аллах всегда тебя видит. Как в суре Аль-Алик Аллах говорит, «Алям я'алям би анна Аллаха яра». Разве он не знает, что Аллах его видит? На этом, иншаллах, ураз закончим. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Сураулар, вопросы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.